У нас там товар, понимаете, совсем разные вещи. Если бы я сейчас был покупателем, я пришел, ага, тут подождите, дайте мне сказать. Такие эмоции вызвал пожар в торговом центре. Возгорание произошло в половине 9 утра. В это время работа здесь только начиналась. Все, кто был в здании, поспешили эвакуировать. Все эвакуировали, я никого нет. Вот девушка. Пепел, да, пепел? Да. Как пожарную тревогу объявили, все сразу наружу. Своя жизнь дороже. Когда всех эвакуировали, здание снаружи выставили оцепление, вот, наверное, увидите. Здесь же расположились кареты скорой помощи, полиция и там дальше пожарные машины. Снаружи собрались несколько сотен, если не тысяч человек. Они остались ждать, когда же и чем все закончится. Многие рыдали и порывались спасать свое имущество. В этом торговом центре вместе с крупной федеральной торговой сетью и кафе свои торговые точки имели около 400 предпринимателей. Не у всех имущество было застраховано, хотя его стоимость порой составляла миллионы рублей. Очень много товара. Был большой контейнер, все сгорело, видимо. На какую сумму примерно ущерб? 1,5 миллиона. Жадность наша не дала застраховать, понимаете? Все говорили застраховать. Застраховали. А страховка дорогая была? 10 тысяч. Около моего отдела перегородка противопожарная. Есть надежда, но с другой стороны такой дым, все равно все будет испорчено. Не хочу, вот, понимаете, не хочу. Я погорели в 3 торговых центрах, и у меня нет всего говорить. К торговому центру приехали около 1000 сотрудников экстренных служб, а также столичные руководители во главе с Ильсуром Медшиным. Очаг возгорания был на 1-м этаже. Огонь охватил около 2000 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, из-за высокой температуры была угроза обрушения 2-го этажа. Большая температура, она даже бетон, огнестойкость бетона не более 2,5 часов выдерживает. Поэтому, когда в отдельных участках тушения пожаров доходило, мы людей выводили. Общая площадь этого торгового центра около 30 тысяч квадратных метров. Порт открылся в начале 2016 года. 3 смежными зданиями владеют компании «Ран Капитал», «Вазифа», кондитерская фабрика «Заря». В этом году после трагедии в Кемерово в них уже проверили пожарную безопасность. В ходе проверки в одном из них, где сегодня, собственно, и произошло возгорание, были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. В частности, помещения пищеблоков 2 кафе не были выгружены противопожарной сертифицированной дверью с пределом огнестойкости. Также к работе допускались сотрудники, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности. Прокуратура района возбудила в отношении собственников здания административные дела. Должностные лица были подвергнуты штрафам. 15 мая текущего года прокуратура направила в адрес районного подразделения МЧС требования о проведении повторной проверки. МЧС проинформировала о том, что все указанные нарушения были устранены в полном объеме. Представители администрации торгового центра заявляют, системы сигнализации и пожаротушения сработали как надо. Причиной возгорания могла стать чья-то неосторожность. Все сработки, все было как положено, все сработало, все тушилось. Очагом что было? Говорят, очагом, ну, пока я ничего вам не скажу, потому что не знаю. Но, скорее всего, кто-то поставил чайник. Вот и все. Пожар потушили в 2 часа дня, жертв нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Республика окажет помощь пострадавшим бизнесменам. Сейчас нужно понять, кому какая помощь нужна предпринимателям. У них мы услышали, что есть вопросы по текущим кредитам. Естественно, необходимо проработать с банками возможную отсрочку. Министерство экономики распаковывает программу Центра микрофинансирования. По льготной ставке 5% годовых они готовы предоставлять до 3 миллионов рублей. Город Казань проводит сейчас работу, исполнительный комитет анализирует, где в каких торговых центрах есть свободные площади для того, чтобы предприниматели могли продолжить свою работу. Также бизнесменам помогут восстановить утерянные в пожаре документы. Точную же причину возгорания и нанесенный материальный ущерб сейчас предстоит установить экспертам. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, Чулпан Касимова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.